Добрый вечер. 9 сентября, 560-й день аннексии Крыма. Время новостей вы смотрите «Заман». В Крыму убили крымского татарина. В селе Чайкино Джанкойского района нашли мертвым 60-летнего Мухиддина Качка. Об этом сообщил председатель Комитета по защите прав крымско-татарского народа Искендер Бариев. По его данным, одного подозреваемого задержали, однако ненадолго. Через 2 дня местные жители видели его в селе. Качок Мухиддин. Вечером, когда он шел по селу, 3 мужчин его подозвали к себе, и потом он пропал. Через некоторое время его нашли лежачим и обнаружили в височной области удар и рядом лежащую бутылку. Как выяснилось, что вроде бы задержали одного из подозреваемых. Это был он уголовником в убийстве. Но, насколько нам стало сегодня известно, что этот задержанный уже ходит на свободе, и люди в недоумении, почему оно так происходит. Представитель МИД Германии, координатор переговоров по Украине в нормандском формате Андрес Михаэлис посетил представительство Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве. Основная тема встречи – состояние с правами человека на полуострове. Лидеры Меджлиса проинформировали немецкого дипломата о последних случаях похищений и убийств в Крыму. В Феодосии обокрали мечеть Муфти Джами. Об этом на своей странице в Facebook написал член Меджлиса Искендер Бариев. Неизвестные вынесли усилитель и звуковую аппаратуру. Российские власти города на данный факт никак не отреагировали, а в муфтиате ничего об этом не знают. Я не владею информацией относительно этой кражи, я так полагаю. Но, естественно, в этом будут разбираться правоохранительные органы, не мы. Крым не пострадает в случае продовольственной блокады со стороны Украины. Об этом заявил председатель Государственного совета российской администрации Крыма Владимир Константинов. Он заявил, что на полуострове работает Украина-замещение. Вчера лидеры крымских татар сообщили о подготовке блокирования границы с Крымом для приостановления поставок продовольствия и других товаров на полуостров. Главный коммунист Крыма Леонид Грач в интервью «Крым Реалии» заявил, что его очень встревожила информация о возможной блокаде Крыма. Действительно, очень больно может ударить по рынку крымскому. Или по-другому, это приведет к резкому спекулятивному удорожанию продуктов на полуострове. В Крыму со скандалом уволился пресс-секретарь Государственного комитета по ценам и тарифам российской администрации Крыма. Александр Звездин сообщил, уйти его заставило руководство ведомства и политика по формированию цен на полуострове. Цитирую: «Я оставил свою должность, не желая быть рупором ограбления крымчан, которое выдается за контролируемое повышение цен». Он также добавил, в ведомстве допустили множество ошибок, повлекших неконтролируемое повышение цен на товары и услуги. Экологическая катастрофа. Так называют севастопольцы ситуацию в городе с мусором. Местные активисты распространили онлайн-петицию к президенту России Владимиру Путину, генпрокурору и главному санитарному врачу России с просьбой спасти город от мусорной катастрофы. По подсчетам активистов, территория более 75 тысяч квадратных метров занята бытовыми и строительными отходами. Двор убираем сами, подъезд убираем сами, ремонт в подъезде сами сделали. Кто нам это все делает? За что мы платим? Где государство? Где Российская Федерация? Где порядок? Это улица Горпищенко, 67. Только здесь находятся контейнеры для мусора на весь Нахимовский район Севастополя. По словам местных жителей, мусор отсюда вывозят раз в неделю. А рядом вдоль стены под надписью «Здесь свалка запрещена, за нарушение штраф» лежит гора бытовых отходов, ящики, коробки, поломанные стулья. Этот мусор не вывозится вообще. А в 10 метрах от мусорки расположена детская площадка. Однако жительница Нахимовского района Юлия со своим сыном обходит ее стороной. Вонь это стоит, тут как раз детская площадка, мусора очень много. Эти 6 контейнеров не спасают. Грязно, бомжи постоянно перебирают, мебель эту копаются. Антисанитария, не хочется сюда рядом ходить, мы гуляем где-нибудь там далеко.
Никита со своими одноклассниками тоже гуляет здесь редко. Говорит, невозможно кататься на качелях, вдыхая при этом ужасный запах гнили, который в жару чувствуется отчетливее. Здесь почти что никогда не убирается. Хотела, чтобы тут было чище гораздо, красивее, потому что тут детская площадка, построили все нормально. Бутылки от алкогольных напитков, окурки, объедки еды, которые частенько появляются во дворах, жители вынуждены убирать сами. И вот этот срач мы уже устали убирать. Вот я вам серьезно говорю. У нас нет дворника, но платим мы счета по 410 рублей в месяц за рэп. За что? За то, что я здесь мету сама. Весь этот мусор, хлам, все остается здесь. Поэтому нам такое удовольствие не надо. Здесь лежачие больные есть. А по улице Костромская, находящейся в этом же районе, прямо за забором детского сада находится свалка, которая тоже никем не убирается. Многочисленные жалобы, обращения жителей в администрацию города, ЖКХ решить проблему с мусором не дают результатов. Только за этот год были поданы жалобы более чем на 400 несанкционированных свалок мусора. По данным общественников, убрано оказалось не более 100 из них. Отчаявшиеся горожане, объединившиеся в общественное движение «За чистый Севастополь», опубликовали онлайн-петицию к президенту России Владимиру Путину, генеральному прокурору и главному государственному санитарному врачу Российской Федерации с просьбой проверить работу служб Севастополя, который занимается вопросами сбора, вывоза и утилизации мусора. Эльмира Богурчалы, Нариман Миджитов, Заман, АТР. В Крыму работников госпредприятий заставляют отказаться от украинского гражданства под угрозой увольнения. В частности, отказаться от украинского гражданства заставили сотрудников радио-телевизионного передающего центра. По данным сотрудников РТПЦ, на предприятие привезли готовые бланки заявлений и раздали всем сотрудникам учреждения. Перед этим на собрании коллектива объявили, что лица с двойным гражданством работать не будут. Как известно, чтобы отказаться от украинского гражданства, нужно написать заявление на имя президента Украины. В опустевшем вокзале крымской столицы проводят концерты. В здании Симферопольского железнодорожного вокзала выступил камерный хор Крымской государственной филармонии «Таврический благовест». Сопровождал хористов Академический симфонический оркестр. Концерт состоялся в рамках благотворительного фестиваля «Мастера искусств Крыма детям Донбасса». Специально для этого внутри вокзала установили кресла и смонтировали сцену. В декабре прошлого года Украина прекратила транспортное сообщение с аннексированным Крымом. В Венгрии уволили журналистку телеканала N1 ТВ Петру Лазла, которая сбила с ног сирийского беженца с ребенком на руках, сообщает Телеграф. Инцидент произошел, когда группа беженцев прорвала полицейский кордон неподалеку от сербской границы. Видео с подножкой выложил на своей странице в Твиттер немецкий журналист Стефан Рихтер. Сейчас в Европе наблюдается настоящий миграционный кризис. В ЕС в этом году уже прибыли более 330 тысяч человек. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал скандал с войной в Чечне. По информации Следкома России, Яценюк воевал в Чечне в 1994-1995 годах. Пане прем'єре, відразу питання. Кажуть, що ви в Чечні воювали 21 рік тому. Це клінічний діагноз російської влади. Сталінське правосуддя замішане на гебелівській пропаганді і підтверджено і підписано Володимиром Путіним. Пане премьере, в Николаевской области обстреляли машину начальника райотдела милиции. Александр Бадера был в сопровождении сотрудников СБУ. Никто из них не пострадал. Как стало известно, нападение осуществили люди в балаклавах. По данным МВД, в Николаевской области начался рейдерский захват земли Артемом Пшонкой, сыном бывшего генпрокурора Украины. Рейдеры установили блокпосты и стреляли по милиционерам. Рота Нацгвардии, которая прибыла на место, не смогла справиться с боевиками, а их было в 3 раза больше, чем милиционеров. Украинцы разделились в своем отношении к назначению на государственные должности иностранцев, прежде всего граждан Грузии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда демократические инициативы и Центра Разумкова. По 42% поддерживают и не поддерживают такие кадровые решения. При этом на Западе и в центре поддерживают эти назначения, тогда как на юге, востоке и Донбассе преимущественно не поддерживают. Тобто бачимо так 50 на 50. Правда, тут є регіональні відмінності. Дуже добре до цього ставляться до вихідців з інших країн на Заході, які, до речі, багато хто вважає націоналістичним. Насправді тут майже 60% ставляться до вихідців з інших країн на керівних посадах позитивно. Іностранці в нашій країні, якось це не дуже. Вони просто не знають людей наших, як до них відноситись. Чтобы построить правильную систему власти, все-таки лучше иметь представителей как иностранцев, так и с нашей страны, потому что это поможет все-таки сбалансировать систему. И так как мы сейчас входим в Европу, да, мы начинаем сотрудничать с Европой, евроинтеграция, то все-таки лучше иметь представителей из иностранных стран, которые будут показывать прямой пример. Я против. Лучше в Украине. А почему? Потому что своя страна. В Украине пока что на данный момент нету тех людей, все садаевская старая закалки. И если рассматривать конкретно Саакашвили того же, который сейчас губернатор Одесской области, то я считаю, что это вполне правильно. И конкретно этому человеку, я считаю, на определенных примерах можно доверять и можно уже на что-то от него надеяться. В Российской Республике Марии Эл открыли памятник Иосифу Сталину. Монумент установлен в поселке Шелангер перед административным зданием местного совхоза. Высота скульптуры без постамента составляет около 3 метров. Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами.